Не, як, ул менеке. Ярар, рахмат. Хау булыгыз. Салямушки всем! Привет-привет всем зрителям проекта «Перекличка» и те, кто оказались впервые на нашей волне. Мы уверены, с сегодняшнего дня ты больше не пропустишь ни одного выпуска. Все дело в нашей соведущей. Курочка-матурочка. В любую погоду она, Данис и я, Данил, выходим на улицы города. Все для того, чтобы тебе рассказать чуть-чуть о столице нашей республики. Сегодня тема нам очень нравится, ведь сегодня мы выясняем, какие блюда башкирской кухни самые популярные у уфимцев. Тема. Прям бармактарында шабытам. Ага, только нам с тобой, Данис, не до обеда. Пора работать. Ладно, как скажешь, Данил, я пошел работать. Пока Данис будет опрашивать ничего не подозревающих прохожих, мы с вами узнаем результаты онлайн-опроса. Итак, какое же блюдо башкирской кухни расположилось на третьей строчке нашего рейтинга? Бишбармак – это национальное башкирское блюдо, о котором знают далеко за пределами нашей республики. И неудивительно, что именно бишбармак расположился на третьем почетном месте нашего рейтинга. Чтобы приготовить настоящий башкирский бишбармак, нам понадобится баранина на ребрышках, пресное тесто и картошка. По сути, говорят, что бишбармак – это отварное мясо с лапшой. Но есть в приготовлении его особенности, которые придают этому блюду особый вкус. Например, картошку нужно варить в мундире, а только потом чистить. Хотя и в этом мнения жителей разных районов Башкортостана расходятся. Полпути приготовления бишбармака пройдено, мясо сварено, картошка готова и тесто ромбиками нарезано. Тесто ромбиками мы отправляем вариться в бульон. Тем временем очищаем картофель и нарезаем его. Как только тесто приготовится, отправляем ромбики в дуршлаг, где смазываем сливочным маслом. Ну все, мы готовы подавать бишбармак к столу. Бишбармак в переводе с башкирского означает 5 пальцев. А все потому, что кочевники раньше не использовали столовые приборы и ели его руками. Вот такая история очень вкусного и поистине национального башкирского блюда. Третье место нашей переклички. Самое популярное башкирское блюдо, по вашему мнению? Мое мнение, кыстыбы. Бишбармак. Бишбармак, подождите, можете подержать, я запишу, а? Нет. Мы не торопимся. Подождите, вы подержите, я запишу. Давайте я подержу. Давайте вы подержите. Красавица. Курочка-матурочка. Бишбармак, да? Да, бишбармак. Давайте, раз, два, три. Шпачмак? Ладно, спасибо. Ну что, остановитесь? Нет? Ну ладно тогда. Напоминаю, ты смотришь самый вкусный выпуск программы «Перекличка». А все дело в том, что мы узнаем у уфимцев, какие же блюда башкирской кухни они знают. Делаем мы это, как всегда, двумя способами. Данис и Курочка-матурочка опрашивают прохожих, а результаты онлайна уже подведены. И прямо сейчас мы переходим ко второму месту. С этим лакомством главное не запутаться. Чак-чак, он татарский, а буурхак башкирский. И именно буурхак расположился на второй строчке нашей переклички самых популярных башкирских блюд. Запутаться действительно несложно, так как башкирская, татарская и казахская кухня очень близки. Но перекличка сегодня готовит именно буурхак. И вот что нам понадобится: куриные яйца, сахар, мука, растительное масло и, конечно, сахарная пудра. Тесто для самого настоящего башкирского буурхака готово. Теперь осталось самое сложное. Нам понадобится кастрюля с растительным маслом. Шарики теста отправляем в масло до готовки и уже потом подсушиваем их от масла. Буурхак может быть любого размера. Все зависит только от вашего аппетита. Например, совсем недавно, в 2014 году, был приготовлен буурхак весом в 179 килограмм. Вот такие у нас получились шарики. Может быть, не такие, как на картинках, но ведь главное в национальной кухне – готовить с душой. Остался финальный штрих – посыпаем сахарной пудрой. Ну вот, башкирское лакомство буурхак готово. Второе место нашей переклички. Самое популярное башкирское блюдо какое? Бялиш. Как вы думаете?
Бишбармак? Нет, Балиш. Балиш и бишбармак? Ладно, спасибо. Экренляп. Бишбармак. Спасибо. А чак-чак, как готовится? Шунан? Туралар, морозильникта. Шунан? Шунан соң деп йомшак айтып туқамын әйтәләр. Ол миңа бирдегез бит. Не, як, у менікі. Рахмат. Хау булығыт. Это сожжение петух, это курица. Как можно петуха с курицей перепутать? Это то же самое, что перепутать, не знаю, зебру с лошадью. Проект «Перекличка» продолжает открывать для уфимцев что-то новое. Сегодня наши знания пополнятся на тему, какое же башкирское блюдо самое популярное. Данис и Курочка-Матурочка опрашивают жителей столицы. А мы тем временем переходим к лидеру нашего онлайна. На третьем месте бишбармак, на втором буорхак. Кто же первый? Это блюдо, наверное, знают все, ведь оно вдвойне полезнее и вдвойне вкуснее любого фастфуда. Самое популярное башкирское блюдо, по мнению зрителей нашей переклички, вак-беляш. Именно эти маленькие пирожки с мясом и картошкой, если их можно так назвать, заняли лидирующую позицию нашего рейтинга, и неспроста. Готовятся они в духовке. И что же нужно для того, чтобы приготовить самый настоящий башкирский вак-беляш? Фарш и картошка для начинки, маргарин, куриные яйца, кефир и мука для теста. У нас получилось вот такое тесто. Фарш мы перемешали с картошкой. Приступаем к лепке. Делим тесто на шарик, каждый из которых раскатываем. По центру кладем готовый фарш и соединяем края теста наверху, оставляя небольшое отверстие. И так, пока не закончится тесто и фарш. Все это отправляется в духовку, где их и ждет румяная корочка. Действительно вкуснее любого фастфуда. Вак-беляш. Первое место нашей переклички самых популярных блюд башкирской кухни. Чак-чак, а вы можете мне достать телефон из кармана сфоткать? Да. Чак-чак. Чак-чак, вы можете курицу подержать, а я запишу? Аккуратненько. Так. Чак-чак. Чак-чак, подержи курицу, я запишу. Только аккуратно подержи. Ага. Ну ладно, все, пойдемте. Стой! Давай. Бишбармак. Ну на, подержи, не запишу. В смысле? Держи. Бишбармак, наверное. Подержите курицу, я запишу. Вы прикалываетесь? Курица в супе? Идеальный вариант. Не знаю, я просто не отсюда. Ну что, пора подводить итоги переклички самых популярных блюд башкирской кухни. Ответ на этот вкусный вопрос мы, как всегда, искали двумя способами. В онлайне получили вот такой результат. На третьем месте расположился бишбармак, на втором буорхак, а лидером онлайна стал вак-беляш. В оффлайне Данис и Курочка-Матурочка получили абсолютно зеркальный результат. На третьем месте вак-беляш, на втором буорхак и чак-чак. А победителем оффлайна стал бишбармак. Вот такие результаты нашей самой вкусной переклички. Девочки, конечно, молодцы, но правильно будет вак-беляш. Мы есть с Данилом очень сильно любим. Особенно после долгого, тяжелого трудового дня. Курочка-Матурочка, ты наелась? Пошли готовиться к следующему эфиру. Для вас перекликали Уфу Данис, Данил и Курочка-Матурочка. Встретимся на улицах города. Пока! Пошли в Павловск. А где? Где там? А может, Юрки, нет?